تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثوابي. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Да осчастливит Аллах ваш вечер благом и даст вам долгую жизнь, и сделает Фирдаус нашим и вашим местом прибытия. Мы продолжаем эту благословенную историю по воле Аллаха. Обычно, когда люди говорят о жизнеописании, то говорят о жизнеописании личностей. Однако мы сегодня будем говорить о жизнеописании самой истории. Мы хотим ознакомиться с этой историей. Мы упоминали в прошлой серии методы чтения истории и от чего нам следует остерегаться, и кого мы должны читать. А затем поговорили о некоторых методах искажения, которые направлены на эту историю. И сегодня, по воле Аллаха, наша беседа будет об опоре, на которой стоит история. Поговорим о самой важной книге по истории. Мы будем говорить о книге Ат-Тарих имама Ат-Табари, да помилует его Всевышний Аллах. Сначала мы узнаем личность имама Табари и какую важность имеет его книга. Почему она опора в изучении истории? А затем поговорим о решающем вопросе, а это метод имама Ат-Табари, да помилует его Всевышний Аллах, в своей книге Ат-Тарих, и закончим наш разговор упоминанием правил, которым мы должны придавать огромное значение при чтении истории. Небольшая пауза, а затем начнем наш разговор. Пусть Аллах одарит вас долгой жизнью и добро пожаловать. Мы сказали, что в этой серии мы поговорим о книге Ат-Тарих имама Ат-Табари и о ее важности. Также о личности имама Ат-Табари, что представляет собой его книга Ат-Тарих. Что касается Ат-Табари, то он имам Мухаммад ибн Джарир ибн Язид Абу Джафар Ат-Табари, да помилует его Всевышний Аллах. Он ученый 3-го века по хиджре, ученый высокого уровня. Умер, да помилует его Аллах, в 310 году после хиджры благородного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Написал имам Ат-Табари свою книгу по истории Ат-Тарих и собрал в нее очень огромное количество преданий. Поэтому ученые оказывали большое внимание этой книге, которая называется «Ат-Тарих аль-Умами валь-Мулюк», да помилует его Всевышний Аллах. Как я сказал, наш разговор будет об этой книге и о методике имама Ат-Табари в своей книге. Книга Ат-Тарих аль-Умами валь-Мулюк имама Ат-Табари, они проявили заботу большое количество ученых. Даже можно сказать, что все, что написано по истории, написано, опираясь на эту книгу. Я имею в виду многотомные книги, а не укороченные, как книга Ат-Тарих халифа ибн Хаята, или Ат-Тарих ибн Шаба, или Ат-Тарих аль-Азрака и других. Однако я говорю о многотомных книгах, как Мунтазим, Аль-Бидая ва Нихая, как о книгах Ибн Асира, Ибн Хальдуна, в своих книгах Ат-Тарих и прочих. Главное, что все эти ученые, когда писали историю, их опорой
с которой они возвращались, была книга «Ат-Тарих» имама Ат-Табари, да помилует его Всевышний Аллах. То, что я хочу сказать, что ученые придавали особое значение этой книге. Какие причины того, что ее предпочитают над другими? Во-первых, это близость имама Ат-Табари к событиям, которые он описал. Как мы сказали, он умер в 310 году по хиджре. Он ученый 3 века, прожил всю свою жизнь в 3 веке и умер в начале 4 века. И близость имама Ат-Табари дает достоверность его преданиям. Так как цепочки передатчиков до него короткие, то есть между Ат-Табари и этими событиями может быть 4 человека или 3 цепочки передатчиков. В итоге, первая причина – это близость имама Ат-Табари к тем событиям. Вторая причина – это то, что имам Ат-Табари – ученый из знатоков хадиса, то есть собиратель и передатчик хадисов. Обычно они заботятся об иснаде и стараются в своих преданиях приводить иснады. Главным и важным вопросом у ученых является упомянуть иснад, несмотря на его достоверность и слабость. А достоверен он или нет, это вторичный вопрос. Некоторые ученые поставили цель собирать предания только с достоверными цепочками, как сделал это Бухари или Муслим в своих сборниках. Аль-Бухари пожелал собрать в своем сборнике только достоверные хадисы. Также и имам Муслим. В то время как Ибн Маджа собрал и достоверное, и слабое в своей книге. Ад-Даракутни также собрал достоверные и слабые предания. Также имам Ахмад, также и другие ученые. То, что хочу сказать из этого, это то, что они сошлись в одном. Они всегда упоминают иснад. К примеру, Ат-Табари не застал правления Абу Бакра, ни Умара, ни Усмана, ни Али, и даже Хасана, Муавы и Язида. Он не достиг этого периода. Хорошо, тогда как дошли до нас эти сообщения? Они дошли до нас путем тех, кто жил в эти времена. Они передали их последующим, те другим. И вот так, пока не дошло до Ат-Табари и других. Да помилует Аллах их всех. Важность в том, что Ат-Табари позаботился об иснаде. Большинство преданий имама приведены с цепочкой передатчиков до источников. Среди них есть и достоверные, и слабые. Однако это другое дело, так как Ат-Табари не обязался собрать только достоверные. Он обязался привести сообщения с их иснадами.